В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Ремонт автодороги НАМ завершится с опережением графика в сентябре этого года. Более 1500 человек приняли участие в шествии в национальных костюмах в честь празднования Дня народного мастера республики. Туристический сезон стартовал в питомнике лесных бизонов Усть-Ботома. Более миллиарда рублей выделят на реконструкцию водопровода и канализации в Нерюнгри. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера страны Марата Хуснуллина. По итогам заседания утверждена заявка Якутии о выделении займа из Фонда национального благосостояния. Работы проводятся в 2022-2024 годах. Благодаря этому снизится износ объектов ЖКХ, будет обеспечена надежная работа систем водоотведения и минимизировано негативное воздействие на окружающую среду. Ремонтные работы на автодороге НАМ с подъездами к поселку Жатай и микрорайону Кангаласа завершат раньше сроков. Сейчас на объекте укладываются водопропускные трубы, устанавливаются опоры линии электропередач. Основной пик работ придется на летний период. Подрядчик планирует сдать объект к сентябрю текущего года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет более 7 километров. Проезжая часть дороги будет расширена до 4 полос, организован кольцевой перекресток. Также установят барьерные ограждения, светофор, 12 автобусных остановок, проведут освещение вдоль дороги и сделают тротуар. Объект строится по национальному проекту безопасной и качественной дороги. Перейдем к эпидобстановке в регионе. 816 новых случаев коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки. В Якутске 195 заболевших, в Вилюйском районе 62, в Мегино-Кангаласском районе 60, в Алданском районе 59. И еще в 27 районах Якутии от 1 до 51 случая заболевания. За сутки лабораториями республики проведено 3275 исследований. Около 2900 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, зарегистрировано в Якутии в 2021 году. Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики состоялось накануне. Рассмотрены вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, активное применение компьютерных технологий, возможности сети интернет, электронных средств платежей и мобильных телефонов во всех сферах жизни общества является неотъемлемой характеристикой современности. При этом стремительное развитие информационных технологий обуславливает и существенный рост количества совершаемых преступлений с их использованием. Наибольшее количество преступлений совершено в городах Якутск, Мирный, Нерюнгри, Удачный и поселок Айхал, а также в Алданском, Ленском, Намском, Нюрбинском и Хангаласском районах. С учетом озвученных данных участниками координационного совещания обсуждены вопросы профилактики и раскрытия преступлений в рассматриваемой сфере. Отмечено, что борьба с преступлениями, совершаемыми с использованием современных технологий, является одной из первоочередных, и для успешного решения необходима консолидация сил всех правоохранительных органов. По итогам совещания прокурором республики определены конкретные мероприятия, исполнение которых взято на контроль. Команда профессиональных путешественников под руководством блогера-экстремала, путешественника Богдана Булычева вновь дала старт автопробегу на крайний север. Если в прошлом году они проложили свой маршрут до Новосибирских островов, то в этот раз их маршрут доехать до Юрюн-Хая, Анабарского улуса Якутии, до мыса Пакса, куда до сегодняшнего дня еще никто не добирался на стандартных автомобилях. Автопробег будет посвящен столетию Якутской ССР. Команда вместе с представителями Министерства по внешним связям и делам народов республики в честь этого события наклеили на кузов машины наклейку с надписью «Столетие ЯССР». То есть вот одна из целей – это добраться туда, куда никто не доезжал. Ну и, конечно же, все мы знаем, что в этом году у нас 100 лет Якутской республики, Якутской ССР. И однозначно мы посвящаем эту поездку именно юбилею, большому юбилею. И мы не могли сюда не приехать в этот год. Поэтому это тоже одна из причин. А в рамках вот столетия, в рамках этого автопробега, там какой-то флаг или что-то будет именно вот касаться?
Да, конечно. Во-первых, флаг Республики Саха-Якутия, а во-вторых, мы обязательно наклеим наклеечку традиционную нашу, без которой мы уже никогда не ездим по республике. Вот. И об этом, конечно, скажем в наших блогах, на наших страницах, о нашем фильме. Обязательно будет фильм такой же традиционный, многосерийный, и об этом мы, конечно, скажем. СВФУ готов принять всех, кто остался без возможности продолжить обучение из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев. Он отметил, что университет, как один из 10 федеральных, должен не только держать высокую планку отечественного высшего образования, но и быть оплотом выполнения геостратегических задач. Студент-заочник из Амги открыл свое дело. Владислав Шестаков предоставляет услуги населению сувенирной продукции методом лазерной резки и гравировки. Подробнее в сюжете наших коллег. Владислав Шестаков – выпускник Якутского художественного училища имени Петра Романова. По специальности он дизайнер-преподаватель. Новоиспеченный специалист после окончания училища искал работу, подрабатывал у частных предпринимателей. А встав на учет в Центре занятости населения, у него появилась отличная возможность получить субсидию на открытие собственного дела. Стал на учет, потом мне сообщили, что есть вот такая возможность, как субсидии начинающим бизнесменам. Индивидуальное предпринимательство. Нужен только этот бизнес-план хорошо составить. Я вообще не знал насчет бизнеса, то есть поверхностные знания были. Ну, я потом обратился в бизнес-инкубатор. На выделенные деньги купил станок. Человек желал открыть собственное дело. Мы посчитали сначала, что он слишком молод, но, тем не менее, его желание и бизнес-план дало понять, что человек хочет открыть собственное дело именно тем, чего умеет. Начинание Владислава поддержали Амгинский бизнес-инкубатор и Центр «Мой бизнес». Они предоставили ему рабочее помещение, оказывают консультационные услуги по ведению собственного дела. Дают помещение, мебель, обеспечивают интернетом, связью. Также еще консультируют. Да, консультация мне была очень нужна. Сувенирная продукция молодого предпринимателя пользуется большим спросом у населения. Он изготавливает продукцию по собственному эскизу и по индивидуальному дизайну заказчика. Услуги резки, гравировки, так сказать. По дереву, сначала по дереву, то есть доступный материал. Выполняю, то есть заготовки могу делать на заказ. То есть приходит клиент, заказывает мне заготовки, я делаю, и он это продает. То есть собирает уже где-то в другом месте и продает. В настоящее время Владислав – студент заочного отделения исторического факультета СВФУ и планирует заняться расширением своего любимого дела, реализовывая свои самые лучшие идеи в жизнь. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Амга. Правительство Якутии разработало дорожную карту по обеспечению продовольственной безопасности в республике. Создан оперативный штаб по контролю завышения цен и запасов в сфере торговли продуктами. В поселке Нижний Бестях Мегино-Хингаласского района работают 7 крупных оптово-розничных баз. Там в эти дни наблюдается приток покупателей, население оптом закупается необходимыми товарами и продуктами. В данных магазинах на сегодняшний день дефицита продовольственных и потребительских товаров не намечается. Цены мы предварительно прогнозируем, что увеличится на 10%. Это зависит от увеличения цены поставщиков данных товаров извне региона Республики Саха-Якутия. Более 1500 человек вышли на традиционное праздничное шествие в национальной одежде в Якутске. Оно посвящено Дню народного мастера в республике и к столетию Якутской ССР. Шествие прошло по улице Дзержинского от Дома дружбы народов имени Кулаковского до площади Орджоникидзе и завершилось праздничным осохаем. Из нашего улуса приехало более 15 человек. В большей степени это представители Белецкого и Эвенкийского национального наследия, эвенки. И костюмы у нас эвенкийские представлены.
и венки Южной Якутии. Также мы с собой привезли 5 мастеров, которые выставили свои работы потрясающие на выставке. День народного мастера – это уникальный праздник для республики, прекрасный. И в первую очередь это повышение престижа мастера. Здесь проходит уникальный обмен опытом, очень интересные мероприятия. После праздничного шествия состоялась торжественная церемония открытия Года культурного наследия народов России. Отрадно, что этот день совпал с Днем народного мастера в Якутии. В рамках этого года в республике готовится к изданию каталог объектов культурного наследия, памятники истории и археологии, будут представлены театральные постановки по мотивам Аланхо. Особое внимание будет уделено реставрации памятников культуры. На базе Национальной библиотеки республики откроется Центр цифровизации языкового культурного наследия народов Якутии. В череде этих событий также будут проводиться стратегически важные мероприятия для сохранения культурного наследия. Приняло участие достаточно много национально-культурных объединений, даже приехали из других регионов. Глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев 3 февраля утвердил распоряжение о проведении Года культурного наследия, и мы сформировали достаточно большой комплексный план. Этот план направлен на каждого носителя культуры, на каждого народного мастера, кузнеца, носителя эпоса Аланхо, чтобы мы бережно чтили, хранили и передавали от поколения в поколение. 260 мероприятий будет проведено в течение года, и в каждом населенном пункте, и в каждом муниципальном районе жители нашей республики ощутят праздник Года культурного наследия. В Саха-театре создадут условия для зрителей с ограничениями зрения. Там прошла встреча с представителями Республиканской библиотеки для слепых, где обсуждены вопросы распространения новой социальной услуги для людей с проблемами по зрению – тифлокомментирования. Данная технология помогает им в полной мере насладиться театральными постановками, обеспечивая многообразие художественного творчества и культурных инноваций. Первый спектакль выпустят в 4-м квартале этого года. В дальнейшем данное направление работы театра может быть расширено при поддержке грантовых средств. Жители Якутска планируют потратить на подарки к 8 марта свыше 6,5 тысяч рублей. В вопросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоп» приняли участие представители экономически активного населения столицы. Так, горожане на подарки потратят 4,5 тысячи рублей, а на цветы 2-3 тысячи. Подарков на Международный женский день будет меньше, чем в прошлом году, и значительно меньше, чем до пандемии. Чаще всего в этот праздник мужчины поздравляют жен, женщины, матерей. Питомник лесных бизонов Усть-Ботома в Якутии открыл зимний туристический сезон. Экскурсии начинаются с 11 часов утра, каждые выходные с пятницы по воскресенье. Посетители ждут уединения с природой, чистый воздух, знакомства с древнейшими спутниками мамонта, лесными бизонами. Добраться до бизонария можно через село Качекация, желательно на проходимых машинах. Оплата производится на месте наличными, либо через мобильный банк. На этом у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.